уже 29 января получено официальное одобрение. И кто-то начнет Шершеля фабрика. Даже ныне слышалось, первую пивоварню в Беларуси основала именно женщина. Занявшись мужским делом, она совершает свою маленькую революцию. Знакомьтесь, Рохля Фрумкинова, уроженка Минска, принадлежит к мещанскому сословию. Ее работа спорится. Пивоварня процветает. Выпускается 3 сорта: баварская, столовая и пизенская. Они успешно продаются не только в Минской губернии, но и в других краях. Настоящее признание приходит в 1889 году. Пиво удостоено золотой медали за высокое качество от Виленского скакового общества. На пивоварне трудятся 30 работников, которые каждый год производят 80 тысяч ведер отменного пива. 1893 год. Паровой пивоваренный завод «Богемия» графа Чапского. Положив в карман несколько вареных картофелин, он скачет на лошади 40 верст из своей усадьбы Станькова на службу в Минск в любое время года. Не заботясь о здоровье и одежде, всегда сосредоточены на какой-то идее или проекте. Граф Чапский – один из самых легендарных владельцев завода и знаковая фигура не только для пивоварни, но и для всего Минска. Энергичный, прогрессивный, широкий взглядов человек, который намного опережает свое время. В 30 лет Карл Ян Чапский избран городским головой. После благодарные горожане переизберут его на этот пост еще 4-жды. Не мудрено, ведь Чапский стремится превратить скромный деревянный городишко в европейскую столицу. Ее англичане начинают ездить на велосипедах и пользоваться телефоном. Появляются мощеные улицы и гонка, прототип трамвая. Возводится первая электростанция. Благодаря Чапскому открывается городской театр, в будущем более известный как театр Янки Купалы. Излюбленным местом для прогулок горожан становится губернский сад, позже парк Горького. Минчане обязаны Чапскому не только зданиями и сооружениями, но и новым общественным укладом. Создаются первые объединения горожан. Чапский организует союз женщин и сам его возглавляет. Вот так ход. Чапский настолько увлечен идеями переустройства города, что отказывается от жалований и передает его городской казне. У него столько энергии, что и целого мира мало. Но есть проект, который вдохновляет его больше других. Вскоре после своего дня рождения, в августе 1893 года, Чапский делает очень приятное приобретение. Становится владельцем пивоварни. За 3 года правления он совершает там настоящую промышленную революцию. Превратив небольшую деревянную пивоварню в паровой пивоваренный завод «Богемия». Строит новое каменное здание, в котором пиво будут варить и в 21 веке. Устанавливают новые оборудование, шаговые машины, проводят электрическое освещение. Не отчуждайте пивоварню Рохли Фрумкиновой, переоборудуйте ее в лепнину для созревания пива. Пивное сусло поступает туда благодаря подземному трубопроводу. Всю работу делают 40 сотрудников. Говорят, Чапский особенно ценит людей, которые не сидят сложа руки и ждут, а могут мечтать и воплощать самые смелые свои мечты в реальность. год. Богемия братьев Легин. На
На заводе «Богемия» обеденный перерыв. Рабочие отдыхают тоже. Такие правила. Все соблюдается с немецкой точностью. Заводом владеют баварские подданные. Семья лекарь. Павла Юрьевна и ее сыновья Адам, Николай и Франц. Все работает как часы. Трудовой день с 6 утра до 7 вечера с перерывами на завтрак и обед по 1 часу. Воскресенье выходной. С нарушением дисциплины строго. Пришел на завод неопрятный, штраф 10 копеек. Игра в орлянку 25 копеек. Закурил рубль. Во время болезни рабочий получает половину жалования и медицинскую помощь за счет завода. Ведется учет сверхурочных работ, за них полагается оплата. Отпускаемая рабочим порция пива должна быть выпита ими лично на территории завода. У каждого есть расчетная книжка. В ней прописаны заработная плата, условия пользования продовольствием и устроены при заводе бани и квартиры. Рекеты привносят новое в процесс пивопроизводства. В 1910 году Павла Юрьевна получает разрешение на постройку каменного ледника. Здесь происходит брожение и созревание. Сваренное на Богемии пиво пользуется спросом далеко за пределами Минска. У Лекерта 4 железнодорожных вагона ледника для перевозки пива в Белосток, Вильно, Брест, Гродно, Бобруйск. Не только пивом славятся Лекерты. С 1915 года Богемия производит квас, фруктовые воды и слабоалкогольные напитки. Меняется и оформление бутылок. Появляются бумажные этикетки овальной формы с изображением орла, несущего в когтях бочку. Символ стремления ввысь к новым вершинам.